Баршаңызға ассалаумағалейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Американца, говорящего по-казахски, огорчает, что казахи часто отказываются говорить на казахском языке. Американец сомалийского происхождения Абдул Адан поведал о том, что уже год учит казахский язык, в который влюбился с первого же дня знакомства. По словам Адана, который является англоязычным писателем, недавно получил писательскую премию Kind Praise в Лондоне. Казахский язык достаточно легкий для изучения, но при этом богатый на словарный запас. Вместе с тем парня огорчает тот факт, что казахи часто отказываются говорить на их языке, если собеседник плохо говорит или с акцентом. Вы уже год учите казахский язык. Какие планы на будущее? Буду и дальше улучшать знания языка, ведь мне есть над чем работать. В будущем планирую написать книгу на английском о казахском поэте из советского прошлого. Думаю, читателям будет интересно. Большинство иностранцев предпочитает учить русский язык, нежели казахский. Почему вы сделали такой выбор? Да, это правда, но я сразу же решил выучить казахский вместо русского, поскольку с первого же раза буквально влюбился в этот язык. Во-первых, казахский легче русского, там нет стольких сложностей. Затем, само звучание языка очень интересное. Это мой первый опыт изучения тюркского языка, и я очень рад тому, что стал интересоваться им. Казахский язык открыл мне глаза на богатство лингвистического мира. Вы неплохо говорите на казахском языке, за счет чего достигли такого прогресса. В целом у меня большое влечение к языкам. Я говорю на 6 языках, 4 из них восточные, сомалийский, оромо, арабский и казахский. И это помогает мне легко осваивать другие языки. Я гражданин США, но мои родители этнические сомалийцы. Между прочим, африканские языки и арабский имеют много схожих черт с казахским, наверное, благодаря влиянию ислама на протяжении многих веков. Какие необычные ситуации случались с вами в Казахстане? Когда я был в Узун-Агаше на могиле предков без ата, то меня со всех сторон окружили местные жители, узнав, что я говорю по-казахски. Им было очень необычно и приятно видеть чужестранца, который неплохо общается на их родном языке. Я чувствовал себя там голливудской звездой. Со мной все хотели сфотографироваться. Необычное чувство испытал. А другой забавный случай был, когда аксакал в одном ресторане услышал мою казахскую речь и тут же заговорил со мной. Он был поражен. Он спросил меня: «Ты и вправду говоришь на казахском? А еще на каких языках говоришь? Нигерше сүлей аласың ба? На нигерийском говоришь?» Это было смешно. Я ему ответил, что да, я говорю нигерше. Понятно, что слово нигерийский очень презирательно и оскорбительно для афроамериканца, но я не дал этому значению, ведь аксакал был не в курсе расовых вопросов в Америке, поэтому это выглядело забавно. Он очень обрадовался, что я знаю свой родной язык, и даже вежливо предложил оплатить мой счет в ресторане. А что вам больше всего не нравится в Казахстане? Единственное, что расстраивает, это когда пьяные люди начинают приставать. Были случаи, когда некоторые местные жители думали, что я шпион, разучу казахский язык. Думаю, это имеет отношение к советской паранойи, которая со временем исчезнет. Кому вы благодарны за то, что смогли изучить казахский? Как это не забавно, но казахстанским таксистам. Именно с ними я улучшил свой разговорный. Какие неудобства возникают в Казахстане, когда пытаетесь общаться?
Очень сложно найти казахскоязычного человека, который при этом мог бы свободно говорить на английском. Если русскоязычными все понятно, то зачастую говорящие на казахском люди пытаются при общении со мной переходить на русский язык. Никогда не было в моей жизни случая, чтобы казах начал со мной разговаривать на казахском. Иногда это немного раздражает, и я спрашиваю ребят: «Казахша білесің бе? Сурамайсыңдар ма?» Бывает такое, что с русскоязычными мне приходится говорить с помощью казахскоязычных. Вот такая ситуация возникает временами. Что можете сказать о казахстанцах? О гостеприимности казахстанцев всем известно. Лично я сам сталкивался с тем, что люди относятся приветливо к зарубежным гостям. Несмотря на то, что я темнокожий, люди толерантны и стараются на это не обращать внимания. Хотя в сельской местности я становлюсь дикованным экспонатом. Афроамериканец и говорит по-казахски. Редко такое встретишь. Мне очень нравится казахская музыка. Я всегда стараюсь побольше найти песен в интернете на казахском. Люблю работы Шамши Калдаякова. Я даже выучил 5 его композиций. Часто слушаю песни Медет Саликова, Салтанат Бакаевой, Нуржана Керимбаева, Ирке Исмахан и Турегали Турели. Мне очень нравится личность Аблайхана, который много чего внес хорошего в развитие казахского народа. Разумеется, обозначить все положительные стороны казахстанцев не хватит и целой страницы. А что скажете про казахстанских женщин? Почему-то был уверен, что вы такой вопрос зададите. Считаю, что казахстанские женщины невероятно красивые. В них есть примечательное культурное изящество. Они хорошо одеваются, у них прекрасный вкус. И хочу добавить, что казахстанские женщины более конкурентоспособны, нежели мужчины. Они намного вежливее, дисциплинированнее и трудолюбивее мужчин. Не исключено того, что казахстанские женщины – это героини будущего Казахстана. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!